Вы смотрите выпуск новостей в студии Валерия Наумова. Здравствуйте. Вначале коротко о темах этого часа. Уровень безработицы сократился почти в 1,5 раза. Члены правительства республики отчитались перед жителями Анабарского улуса. Рейсы из Японии, Таиланда и Вьетнама. Аэропорт Якутск готов принимать международные рейсы по открытым направлениям. Сегодня день всех влюбленных. Сколько пар в самый романтичный день связали себя узами брака в столице региона. Глава Якутии Айсен Николаев сегодня, 14 февраля, в ходе планерного совещания с руководством регионального правительства особое внимание обратил на ряд важнейших решений, принятых руководством и правительством страны в сфере здравоохранения, транспорта, экологии и занятости населения. В сфере здравоохранения принято постановление о модернизации единой государственной информационной системы, которая свяжет региональные медицинские организации. Кроме того, утвержден план мероприятий по строительству и реконструкции посадочных площадок в арктической зоне страны, которые будут использоваться для нужд гражданской, санитарной и государственной авиации. Правительство республики также включится в работу по реализации мероприятий федеральной научно-технической программы в области экологического развития страны и климатических изменений на период до 2030 года. Члены правительства республики отчитались перед жителями Анабарского улуса. Руководителем группы выступил исполняющий обязанности министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Евгений Перфилев. Он рассказал об итогах деятельности правительства за прошлый год и обозначил планы на 2022. Министр заявил, что деятельность правительства республики в прошлом году была сконцентрирована на восстановлении экономики, занятости и увеличении доходов населения. Также он отметил, что уровень безработицы в Анабарском районе сократился почти в 1,5 раза. Если в начале прошлого года на учете состояли 226 безработных граждан, то в этом году их количество сократилось до 153. Среди регионов Дальнего Востока в Якутии отмечается самый высокий уровень рождаемости и естественного прироста населения. И в 2021 году естественный прирост населения оценивается в 1,7 человека на 1000 населения. По Анабарскому улусу также отмечен, что родилось 59 младенцев. Показатель рождаемости по сравнению с 2020 годом, тем не менее, снизился на 7%. К другим темам. Специалисты Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали детектор коронавируса. Технология позволит диагностировать COVID-19 на ранних стадиях заболевания. Уточняется, что у разработки отмечена высокая чувствительность, что является важнейшим преимуществом данного изобретения. Такая тест-система не требует высокотехнологичного оборудования, поэтому у нее невысокие затраты на производство и оперативность получения результатов. В перспективе технология может быть использована для разработки высокочувствительных и высокотехнологичных диагностических систем нового поколения, в том числе для разработки методов диагностики вновь возникающих инфекций. В Тампонском районе эпидемиологическая ситуация остается напряженной. С начала пандемии зарегистрировано свыше 2260 подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции. Летальность составила 20 человек. Большинство заболевших из поселка Хандыга, сел Крес-Хальжа и Мигина-Алдан. В инфекционном отделении 2 этажа отведены под ковидное. Сегодня там лечится 35 пациентов. В настоящее время стационарно получает лечение 35 пациентов. Из них 2 беременных, старше 60 лет 17 человек, детей нету. В палате интенсивной терапии находится 4 человека в тяжелом состоянии. Амбулаторно продолжают лечение 546 пациентов. Из них детей 205, старше 60 лет 69 человек. В связи с ухудшением эпидемиологической обстановки с 1 февраля в Центральной поликлинике прекращены платные приемы, периодические медосмотры, диспансеризация взрослых и детей, прием неотложной помощи, а также соматических пациентов строго по предварительной записи через регистратуру. Все узкие специалисты задействованы на амбулаторных вызовах, заборе анализов ПЦР. Я не была вакцинирована, мне 81 год, 82-й. И я не могла из-за болезни вакцинироваться. И сейчас вот ковидом. Так что уже иду на поправку. Все. И я прошу вас всех, вакцинируйтесь обязательно. Намного в таком возрасте, как я, особенно.
С 24 января учащиеся гимназии, школ Хандыги, Мигина Алдана, Крес-Хальджая перешли на дистанционное образование. С 14 февраля вновь за парты сели только ученики 9 и 11 классов райцентра. На полном удаленном обучении продолжают оставаться Сосыльская, Крес-Хальджайская школы. Тем временем заболеваемость новой коронавирусной инфекцией снижается. Если 10 февраля зарегистрировано 128 заболевших школьников, то 14 февраля уже 82. Мария Винокурова, Хандыга, Тампонский район. Между тем, 683 случая COVID-19 выявили за прошедшую неделю в Хангаласском улусе. Это на 14 случаев больше, чем недели ранее. То есть заболеваемость пока не идет на спад, о прохождении пика говорить рано. Больше всего болеющих в городе Покровске, поселках Максагалох, селах Ой и Актемцы. Высокие показатели также в селах Болгунях-Тах, Улахан-Ан, Синск и Качекадзе. Получают лечение в стационарах района и города Якутска 55 хангаласцев. На дому 1703 человека. К слову, при признаках ОРВИ COVID-19 больничный лист теперь можно оформить дистанционно без сдачи ПЦР-анализа. Сейчас стало возможным получать больничный лист дистанционно на основе аудиоконсультации. Если у него легкая форма, ему выписывают электронный больничный лист и дают рекомендации по лечению. При этом диагностика ПЦР и ИХ на верификацию возбудителя не проводится. Им пациенту ставится диагноз ОРВИ. После этого он, после прохождения курса лечения, опять с ним проводится аудиоконсультация повторная, и больной после выздоровления выписывается на работу. В Госдуму внесут законопроект о штрафах за нападение бродячих животных. Рабочая группа Госдумы по разработке предложений совершенствования законодательства об ответственном обращении с животными на заседании обсудит поправки в Кодекс России об административных правонарушениях, которые в том числе устанавливают штрафы до 200 тысяч рублей для должностных лиц за неисполнение требований законодательства по обращению с безнадзорными животными. Сообщается, что субъекты России могут получить дополнительные полномочия по закону об ответственном обращении с животными, в том числе в части запрета самовыгула и определения собственных правил содержания домашних животных. Согласно федеральному закону, на территории Амгинского района второй год проводится отлов безнадзорных собак. Всех отловленных животных доставляют в пункт передержки. За этот период проводится ряд ветеринарных мероприятий. Это стерилизация, вакцинация и маркировка. После 30 дней животных без владельцев возвращают на прежние места их обитания. В связи со сложной ситуацией в республике депутаты районного совета провели проверку работы пункта. По итогам осмотра депутаты внесут соответствующие предложения в Ултумен по поправкам к федеральному закону. В год выделяется где-то 1 400 000 рублей, которых абсолютно не хватает на содержание, потому что этих денег хватает только на то, чтобы кормить этих животных. Да? Сегодня жизнь сама показала, что закон этот надо будет урегулировать, дополнить. Да? Жизнь сама показала, что это сегодня требуется. Аэропорт Якутск готов принимать международные рейсы по открытым направлениям с 21 февраля. Такое решение приняли на заседании Федерального штаба под руководством вице-премьера России Татьяны Голиковой. Как сообщили в оперштабе, полеты будут выполняться по открытым направлениям с частотой, определенной для других пунктов России, из которых возобновлено международное авиасообщение с учетом соблюдения необходимых санитарно-эпидемиологических требований. До закрытия границ международный аэропорт Якутск принимал рейсы из Китая, Южной Кореи, Японии, Узбекистана, Таиланда и Вьетнама. Сегодня в день всех влюбленных в столице региона десятки пар связали себя узами брака. По словам заместителя руководителя отдела управления ЗАГС при правительстве республики по городу Якутску Ирины Андреевой, среди молодоженов очень популярны красивые даты. Молодые верят, что сочетание цифр сделает отношения счастливыми и долговечными. Как отметили, в самый романтичный день этого года в Якутске не так много людей записались на регистрацию брака. Этому есть вполне объяснимые причины. Во-первых, день всех влюбленных выпал на понедельник, а через неделю настанет 22 февраля 2022 года. В зеркальную дату на регистрацию брака записались порядка 40 пар. Начало
вообще было с 7 июля 2007 года, затем было 8 августа 2008 года. Да? Вот эти даты, они почему очень популярны, потому что все-таки пара, она же с надеждой к нам приходит, они в этот день, как день рождения семьи, поэтому они возлагают очень большие надежды на такие красивые даты. Это очень символично и как бы опять же к космосу, наверное, да, вот их все надежды и такие позитивные мысли. В Якутске продолжается региональный этап 21-х молодежных дельфийских игр. В этом году участие в отборе примут 240 конкурсантов из 28 профессиональных образовательных учреждений. 4 из них представляют направление дизайна одежды. В этом году якутяне впервые принимают участие по данной компетенции. Победители отборочного этапа войдут в состав официальной делегации республики и будут представлять наш регион в Красноярске на финале дельфийских игр. Международный олимпийский комитет подтвердил предоставление патроната 7-м международным спортивным играм «Дети Азии». Об этом МОК уведомил в официальном письме президента Олимпийского комитета России Станислава Позднякова. Также Международный олимпийский комитет высказал слова поддержки и благодарности в адрес Международного комитета игр за работу в деле продвижения спорта и сохранения его ценностей. Напомним, 7-е международные спортивные игры «Дети Азии» пройдут во Владивостоке с 27 июля по 8 августа этого года. С 2004 года игры регулярно пользуются патронатом Международного олимпийского комитета. По завершению очередных игр, и крайними были у нас зимние игры, да, предоставляется отчет Международный олимпийский комитет по соблюдению тех правил, которые несет за собой патронат. Соответственно, вся та работа, которая была проведена, которая ведется комитетом, именно в части определения места подготовки, места проведения, в частности, во Владивостоке, также были представлены Международному олимпийскому комитету, соответственно, признание соблюдения олимпийских идеалов, олимпийских ценностей. На этом у нас все. Мы продолжим следить за развитием событий. Оставайтесь с нами.